Сегодня в Сыктывкаре стартовала первая сессия тренинга «Чистое производство». Это российско-норвежский проект, призванный минимизировать пагубное влияние промышленности на экологию скандинавских стран и российского севера. В этом году упор сделан на переработку отходов. О мусоре как ресурсе Ольга Коняева. Охрана окружающей среды в последние годы вышла на севере России на совершенно новый уровень. Мы постепенно приближаемся по уровню осознанности к Норвегии, Финляндии и Дании, где экология – это вообще святое. Но пока на территории нашей страны есть промышленные горячие точки, загрязнители, влияющие на всю экологию севера. Коми уже с 2012 года участвует в российско-норвежской программе «Чистое производство», которая призвана эти точки устранять и продвигать экологические проекты. С 2012 по 2017 год мы помогали решать проблему образования большого количества древесных отходов на предприятиях лесной промышленности. И в 2017 году эта проблема на международном уровне была закрыта официально. Таких точек в Мурманске, Карелии, Нау и остальном северо-западе России несколько десятков. В Коми – 8. С помощью обмена опытом и общих усилий год за годом точки удается погасить, что, конечно, победа, иногда большой ценой. Мы сняли статус горячей точки с объекта, который был в Воркуте, Воркутинский цементный завод. И мы гордились этим. А сегодня завод просто не работает. Он не выдержал других условий современности и перестал быть конкурентоспособным. Поэтому задача не просто ликвидировать горячие точки, а делать это максимально бережно. Соблюсти хрупкий баланс между сохранением промышленного потенциала и минимизацией экологического ущерба – это главная задача программы. Не брать у природы больше, чем нужно одному поколению. Тема тренингов и проектов в этом году – отходы. Федеральная мусорная реформа устраивает не всех и не всегда учитывает региональную специфику. Скандинавы на мусоре собаку съели и готовы поделиться опытом. Сегодняшняя тема больше будет нас продвигать в сторону переработки твердых коммунальных отходов, бытовых отходов. Тема острая, тема обсуждается ежедневно. И найти правильное решение можно путем как раз обсуждения с теми, у кого уже эти программы состоялись. То есть страны Скандинавии, они сегодня работают по этому принципу. Дать базовые знания местным активистам и бизнесменам по чистому производству, а не показать готовые решения. К этому стремятся участники тренинга. Практика показывает, что именно доморощенные идеи срабатывают в регионах и выходят на коммерческие рельсы. При этом в эко-проектах никуда без просвещения. Мысль о том, что отходы – это ресурс, находит все больший отклик в районах. Мы сейчас замечаем активизацию именно предпринимательского сообщества. Достаточно большое количество возникает инициатив в муниципальных образованиях, как раз связанных с тем, что люди готовы в настоящее время организовывать предприятия по типу заготовительных контор, которые были в Советском Союзе. Участники сессии разделятся на группы и в течение 3 месяцев будут работать над своими проектами по переработке промышленных и коммунальных отходов. Финальная сессия пройдет в конце мая. На ней проекты будут защищены, а затем реализованы. И, возможно, один из них закроет очередную экологическую горячую точку. Ольга Коняева, Евгений Стокас, Олег Костромин, телеканал Юрган.